Дорогие коллеги, рад всех видеть, всех такой это узкий состав очень, которым стало интересно такое неформальное начинание. Впервые в истории, скажем так, блогинга в Якутии, конгломерирующие основы трех активных пользователей социальных сетей. Потому что с натяжкой блогером можно назвать только одного из нас, это Алексей Толстяков, он является послом живого журнала, то есть специализированной блогинг-службы, платформы, послом в регионе, в Якутии. И издавна, с малых лет, можно сказать, только-только периода становления, балуется тем, что публикует на довольно значительно серьезные, скажем так, темы измышления именно на этой платформе. Руководителем агентства «Якутия Медиа» является он сейчас, я буду говорить как Йода, Алексей Басылаев, он человек-оркестр, можно сказать, да, строитель, кстати, с наступающим днем строителя, разносчик еды, и, скажем так, в топе якутского сегмента Фейсбука занимает одно из лидирующих мест, поэтому внимание к его скромной персоне со стороны совершенно различных кругов уделяется очень много, особенно в период выборов. Но дело происходило у нас в июне. Я был бы рад, если бы там показали нашу историческую фотографию, когда мы собрались втроем у подъезда. Ребята живут в одном доме, и очень удобно. То есть заезжаешь к одному из них и обязательно натыкаешься на второго. Или заезжаешь ко второму, обязательно тоже можно встретить первого. Мы посидели, полузгали семечки. Пива там не было, поскольку из нас троих пьет только один. Выпивает, вернее. Да? Пьет, чего ж там? Пьет, можно сказать. Да, можно сказать так. Особенно в банный день. На самом деле вся предыстория такая. В июне еще мы решили о том, что Алексей Толстяков омоет свои кости в нерюнгринской знаменитой бане Эрчин. Вот и вся подоплека, на самом деле, да, если подойти довольно несерьезно. А под это дело можно было раскрутить довольно-таки интересный пласт. Поскольку мы мало когда выбираемся из столицы, если выбираемся, то кто по грибы, кто родовое поместье, местность Дойду Мегина Кангаласского, да, который граничит с Усть-Алданским. Алексей Дойдунуский, можно сказать, уже ему можно присвоить, Басылаеву я имею в виду. И Толстяков регулярно ездит, он ездит в Амгу, ездит в Мирный, Нерюнгри, куда только не ездит. Бывает такое. И под это дело, под банный день, четверг в городе Нерюнгри, мы решили подвести такой довольно серьезный пласт. А как вообще изменилось, не только с проложением, с улучшением качества покрытия федеральной дороги Лена, да, но и вообще в целом субрегиона. То есть Южная Якутия является субрегионом, определенной, скажем так, географической частью нашей республики, и как там изменилась жизнь. То есть если лет 10 назад Алексей утверждал, что регион довольно-таки все там пропало, все депрессивная часть республики там, и так далее, и так далее. И вот решили посмотреть, а на самом деле так все плохо обстоят там дела. И когда, еще раз говорю, Алексей Басылаев и ваш покорный, в первой тройке, скажем так, якутского фейсбук-сегмента находится, поэтому стоило нам только вякнуть, и посыпались сразу предложения. А посмотрите, пожалуйста, качество дорожного покрытия, проверьте, пожалуйста, чебуречную, чем они нас травят, проверьте, пожалуйста, качество бензина на заправках, проверьте, пожалуйста, не знаю, там, в каких условиях находятся посетители Находа. Проверьте, пожалуйста, материально-техническое оснащение Алданского политехникума. Проверьте, пожалуйста, в каких условиях работают сотрудники линейного отдела полиции Нерюнгринского района. Так и было же, да? Да, так и было. То есть стоило нам открыть наши очень шумные рты, и посыпались сразу вот такие вот предложения. Мы решили обратить это во благо, то есть если мы едем, то, ребята, поддержите нас, кто чем может. Да? И, как ни странно, я понимаю теперь популярность платформы там Kickstarter или Boomstarter, да? Когда вроде бы с каким-то дурацким предложением люди обращаются, и тут же начинается предложение. Давайте мы вам поможем, давайте мы вам поможем. В первую очередь, конечно же, откликнулись
наши друзья по социальным сетям, Сарел Тихонов, его мегамагазин «Индустрия спецодежда», которая, да, перевербовала ребят в сторонники Донецкой Народной Республики и выделила им ту самую форменную одежду, которой они имели честь представать перед всеми посетителями социальных сетей в течение недели. Подготовка ко всему этому заняла дня 3, на самом деле, потому что мы очень долго тянули вату, были дети Азии, была совершенно такая непредсказуемая погода в течение июля. И, наконец, когда Алексей Толстяков сказал ультиматум: или я еду на сенокос в Амгу, или мы едем вообще куда-то, дня за 3 мы собрались и все-таки, да, и сделали -1. То есть автомобиль, который был предназначен для поездки, он вмещал, с учетом вот этого бутера, которым снабдил наш спонсор Сарел Тихонов, всего лишь 2. Ехать в багажнике я категорически отказался, да? Потому что неделю трястись, если, не дай бог, проверка на дороге, а тут я сплю или что-нибудь типа такого, ребят могли привлечь по достаточно серьезной статье. Я серьезно. Ехать в багажнике совершенно не прельщало. Ну, это не багажник даже, да, это так место для чемодана одного. Машина была полностью набита всем необходимым, да. Вот эти 2 кресла были набиты всем необходимым: палатками, удочками, кормом, продуктами, вернее, на 10 дней автономного проживания. И большую часть занимали документы, то есть вот эти проверочные части. Шучу. Опять же шучу, потому что... Ты сейчас дошутишься, так и напишешь. Нет, так, не надо, конечно, так писать. Я обращаюсь ко всем коллегам, потому что это, прежде всего, это довольно самоироничный и такой легкий проект, не отягощенный ничем. В первую очередь, какими-то бы ни было политическими пристрастиями кого бы то ни было. И очень рад, что наш проект поддержали наши коллеги из совершенно различных информационных агентств, ресурсов, как государственные, так и частные. Вот руководитель одного из них, хотя он себя не причисляет к руководителям СМИ, но де-факто он им является, Георгий Петрович, нас поддержали. Да, трансляция идет. Всем привет. И, конечно же, не обошлось без натуральных, вполне серьезных спонсоров. Так, южно-якутская компания «Паритет», которая специализируется на поставках очень качественного моторного топлива, «Паритет», очень легко и изящно сказала: хорошо, сколько вам бензина надо, давайте мы предоставим. Тем более вы в наших, скажем так, в зоне нашей ответственности будете. И друзья наши, которые тоже являются представителями якутского бизнеса, в частности, Ариан Попов, поддержали материально, и связь предоставила компания МТС. Ну и всех, вот, которые поддерживали, морально ли, материально ли наш проект, их на самом деле не перечесть. Вот девушка была, которая предоставила канистру, да, буквально за полчаса до выезда, когда оказалось, что бак машины всего лишь на 30 литров, 35 литров, да, а предстоит потратить порядка 50, ну, мы выпросили вот канистру, получается. И вот так вот, ничтоже сумняшися, ну, мы распечатали еще наклейки, кучу наклеек, потому что должен же быть идентификатор, и идентификатор, прежде всего, это, конечно, название проекта. Почему «Глаз народа»? Это на самом деле ГЛА-3, нижнее подчеркивание народа, то есть это голоса, глаза, головы и так далее, 3, которые вышли на большую дорогу и охотятся за негативом или позитивом в той или иной части нашей республики. С чести нашей экспедиции негатива было гораздо меньше. И вот начиная вот с этого момента обо всех путевых заметках и так далее я выполнял всего лишь координирующую роль, то есть отвечал женам. Не, ну я бы не согласился с тем, что очень хорошо, наоборот, что Дмитрий остался на этом берегу для того, чтобы вести трансляцию того, где мы бываем. Оказалось, что очень сложно, находясь там, писать какие-то большие длинные посты. На это просто времени нет. То есть есть выбор, вот пойти сейчас смотреть там угольный разрез или сидеть и просто писать то, что ты видел там
час назад. И, конечно, выбираешь лучше новые впечатления, чем описывание впечатлений, которые уже... Поэтому удавалось только в Инстаграм, там какие-то очень быстрые делать фото, отправлять фотографии и какие-то очень быстрые заметки делать. А Дмитрий их всех собирал в какое-то связанное повествование и регулярно, ежедневно их выкладывал для публики. Я считаю, что это вообще формат вообще отличный формат, и Дмитрию за это от меня лично огромное спасибо. Я очень рад, что мы так это все организовали, что это, наоборот, очень хорошо, что ты не поехал с нами. Да. И я думаю, что и, в принципе, и в следующих автопробегах нужен человек. Даже если ты поедешь с нами, нужен будет человек, который здесь, в Якутске, будет нас координировать, нашу работу. Ну, вообще правило «больше 3 не собираться», оно, оказывается, срабатывает везде, даже в таких вещах. То есть это мобильное, достаточно оперативное. То есть все вопросы можно решать путем переговоров троих между собой, не выводя куда-то там за пределы круга. И путешествие ребят удалось. Ну, давайте вот по географии начнем. Как вы пересекли, давайте, реку Лена, вот с этого момента? Я Да. на пароме. Ты хотел какой-то прям впечатлительный рассказ о том, как мы пересекли Не через мост же. Да, мы очень просто мы приехали на переправу Даркалаха, без проблем заехали на паром в числе последних и отплыли, прибыли спустя час в Нижний Бестях, с Нижнего Бестяха почти без остановок ехали. Причем была же погода такая не очень хорошая. Дождливая. Да. И несмотря на это мы видели, что вот там где-то в конце дороги виднеется просвет такой. То есть если здесь все было в облаках, то там был просвет, и мы хотели к этому просвету попасть. И спустя там 3-4 часа мы его догнали, настигли и уже ехали при ясной хорошей погоде. И было хорошо. Потом мы, правда, остановились на ночевку. Это уже было где-то, наверное, в 50 километрах от Тамота. Может ли любой человек на легковой машине проехать по федеральной трассе Лена? Может. Безусловно, конечно. Я вот сегодня в Твиттере услышал такую точку зрения, что съездили до Нюрки, а типа прямо как космонавты тут это, как будто это так сложно съездить до Нерингари, да? Дело же не в том, чтобы доехать, понимаешь? Мы ездили на самом деле изучать довольно серьезные вопросы для себя. Я вот, например, мне было интересно, нужно ли было продавать якут-уголь или нет? Вот кто-нибудь из вас может однозначно ответить на этот вопрос? Нет. А я считаю, да. И причем сами угольщики говорят, если бы это решение тяжелое, неприятное и вообще непопулярное решение не было бы принято, то нам бы все равно потом бы это все сами угольщики, сами нюрингринцы, не то, что мы здесь в Якутии сидим, нам там это вообще сколько километров, да? Якутске. Оказалось, что нужно было когда-то от этих всех непрофильных активов все равно избавляться. И Мечел бы это сделал, или сама республика бы, все равно куча народу потеряла бы работу и так далее, и так далее, и так далее. Это нужно было сделать, оказывается. Вот для меня это было, например, открытием. Я должен был там поехать и на месте поговорить и с представителями ЛДПР, и с представителями там Единой России, просто с горожанами, с депутатами, не депутатами, просто жителями Неринга. И вот я должен был эту проблему, например, обсудить, и я ее обсудил для себя. Почему нужно было продать? Вот я говорю, что это очень сложный комплекс причин, которые технологических причин. Вот, например, я там торговал пирожками и перестал торговать. Там 2 человека потеряло работу, там, ну, это плохо, там, туда-сюда, да. Но я это закрыл, а представляете, если вот закроют это целое, когда какая-то во всей этой технологической цепочке, когда что-то там прерывается или что-то там, это может привести к очень большим последствиям для очень большого количества людей, в первую очередь для всей республики Саха-Якутия. И это предприятие сейчас дает налогов больше, чем тогда давало. Вот Якут-Уголь республики тогда давал денег меньше, чем сейчас Мечел нам платит налогов. Хотя бы в этом. А эти налоги, там такие масштабы деятельности, да, что какое-то там изменение на несколько процентов, это стоимость нескольких школ, больниц или чего-то в улусах Якутии, которые вот наш бюджет получает с этого угля, салароса и так далее. Люди там кормят нас, на самом деле. Вот.
Вот. И Поэтому с другой стороны, те люди, которые потеряли работу, а это прежде всего вот персонал, скажем так, который напрямую не связан с горными работами, да, с извлечением там угля и так далее, они все равно без работы не остались. Они попали в другие предприятия, кто-то ушел в бизнес, кто-то там поменял сферу деятельности, скажем так, да, кто-то там перепрофилировался, пошел на другую работу и так далее. И вот Алексей не знает, но я вот прокатился, ну, я просто рассказываю, я прокатился на БелАЗе вот сам за рулем, а рядом сидел белазист сам. И я вот, пока мы ехали, и я у него спрашиваю, говорю, как вообще тебе работается? Зарплата хорошая, все устраивает. Он говорит, нормально, все хорошо. Если есть работа, значит все хорошо. И зарплата достойная, и графики, и все на свете. Конечно, есть там пласт населения, он везде такой есть. И у нас, и в Москве, и в других городах, которые чем-то вечно недовольны, скажем так. Ну или где-то что-то потеряли. Или где-то что-то потеряли. Такие тоже есть. Мы таких людей встречали, которые говорят, что вот надо всю власть там поменять, вернуть власть советам и так далее, и так далее. Ну, то есть, ну это же нереально в существующих экономических условиях. И немножко о негативе тоже. Вот была публикация у Толстякова, в 60 километрах от Алдана они находят свалку. Рядом просека энергетика. И люди начинают говорить, это не энергетики виноваты, это приезжали вольные жители города Алдана и устроили тут стихийную свалку. Ну, в 60 километрах. В 60, километрах, да, от Алдана. Это можно ли каким-то образом связывать их? Это, конечно, не Якутская энерго, это там федеральная сетевая компания, ФСК. по-моему, да, ФСК. Но и мусор там не бытовой. И мусор там специфический, да, скажем так, да. Ну, надо таким организациям, вполне солидным и так далее. Были тут публикации про загрязнение рек и прочее крупными компаниями, да. И это, я считаю, на одном уровне должно стоять. То есть, если делают благо для республики, то извольте хотя бы, потираться за собой, да, подбирать за собой. Есть еще несколько примеров, тоже без участия Алексея этот разговор проходил. Вот та самая технологическая трасса Восточная, которая закрыта для посещения местным населением, да? Там гигантская территория, она вот не подконтрольна простому рядовому жителю района, скажем так. И вот что там творится, никто ничего не знает. Потому что их туда элементарно не пускают. На эту дорогу не пускают, не дают проезжать, не дают проехать к речке, порыбачить там и так далее. То есть им периодически приходится нарушать какие-то нормы, скажем так, да, может быть, там и административные правонарушения совершать, но они вот всячески выбираются, пытаются выбраться на какую-то определенную территорию. А вот вся вот эта земля — это терра инкогнита. Может быть, там тоже свалка не санкционированная, может быть, там еще что-то, 5-10. Ну, вот это вот такая вот, скажем... Ну, взаимоотношения вообще с природопользователями — это, конечно, отдельная статья, на которую всегда нужно обращать внимание, иначе мы всегда будем получать прецеденты типа Лейкина, иначе мы всегда будем получать какое-то, я не знаю, недвусмысленное отношение со стороны природопользователей. Да? Мы делаем большее благо, чем наносим вреда. Ну, получается так, да? Но промышленную безопасность никто не отменял. Если дядя Вася, допустим, на экскаваторе туда заедет, в промышленную зону, да, то есть, вернее, в зону промышленной безопасности, то последствия могут быть совершенно и непредсказуемые, и с одной стороны лечим, с другой стороны калечим, получается. То есть ущемляем интересы местных жителей, но с другой стороны так надо. Ну, и это при всем при том, да, что идет просто гигантское, колоссальное освоение вот именно промышленное этих двух районов, Алданский и Нерюнгринский районы, там вот прям и Колмар там взялся, и Наглинское месторождение и так далее, и Денисовское, они все вот разрабатываются. И более того, там же проходит сейчас еще и труба Сила Сибири, прям гигантские полигоны с трубами, фотографии тоже есть. Ну это круто, впечатляет. Главное, чтобы вот не навредили. Очень жаль, что не попали на Эльгу, да? Ну, это режимные объекты, туда просто так не да, попасть. Даже на разрез Нерюнгринский невозможно просто так попасть. Нам очень повезло в этой поездке, поскольку мы, ну, скажем так, люди публичные более-менее, им сразу, видимо, докладывают, этим людям непростым. Это были депутаты ЛТМН, все 3 депутата от Нерюнгринского района, мы с ними встретились.
Все они Вообще представляют- случайно это получилось. Да, Сами удивляемся. Ну, с другой стороны, это показатель того, что наши депутаты Эльтумен все-таки открытые люди. открытые люди. Да. Вот так из города любой блогер можем приехать, и они будут показывать, рассказывать, и ничего не скрывать. Нас, в принципе, никто никак не может ограничить. Мы то, что видим, то и говорим. Ну, еще раз говорю, позитива все-таки было больше, чем... Да я вот насчет экологии, честно говоря, я подумал, что, знаете, не все так ужасно, как нам здесь в Якутске кажется. Потому что вот эта вот горная местность, да, там есть места, где они выглядят точно так же, как этот угольный разрез. То есть там все равно ничего не растет. Настолько земля каменистая, и там нет никакого плодородного слоя на этой земле, что там вообще при всем желании ты экологического ущерба нанести не можешь. И я даже понимаю, между прочим, там то, что там перекрывает и что-то. Я вот стал по-другому смотреть на проблемы этих предприятий, которые там работают. И слава богу, что они работают, и слава богу, что мы что-то с этого имеем в нашей республике. Ну и такие аспекты, которые очень актуальны для Якутска, в частности, вот качество питьевой воды, да, в Южной Якутии вообще такой проблемы нет. Нету. Абсолютно пьют нету. воду Они из-под пьют крана. воду из-под крана, как и везде в любой цивилизованной местности. Да? То есть это, будем говорить, качество воды для Якутска это отдельно взятая локальная какая-то проблема. Да? То есть где подходит по уму, где подходит с достаточной долей трезвого смысла, там такой проблемы вообще не существует. Ну и то, это тоже тревожный такой звонок. Мы были на этом водоканале, на скважине, откуда эту воду добывают, да, достают. Там, если вот прямо сейчас не взяться за эту проблему, там через пару-тройку лет будет совсем все плохо. Там, правда, все вот... Да, и то, что оператор в единственном числе, и то женщина преклонных лет, да? Ну, непреклонно. Ну, не преклонных, ну, В зрелом возрасте. да, Нет, там такой клубок проблем сложился, то, что из-за того, что продали Якутуголь, уменьшилось количество жителей Неринга, значительно уменьшилось настолько, что они стали пить меньше воды, меньше мыться. Из-за этого водоканал потерял свои доходы, это вызвало долги этого водоканала. В итоге вот этот объект водозабор, где работало 15 человек, там оставили только одну женщину в целях экономии. Там настолько все оптимизировали какие-то гениальные менеджеры, что одна женщина сидит и обеспечивает водой весь Нерюнгри. Причем там, кроме медведей, вокруг никого. Ну, приезжают ремонтники к ней, ясное дело, там. Ну, 60 километров она едет на работу по вот такой вот каменной дороге. Вдоль вот этой трубы. Но надо вообще сказать, отдать должность советским проектировщикам, которые водозабор поставили в 60 километрах от города, чтобы вода была идеально чистая. И в ней, да, вот можно пить прямо из-под крана. А у нас в Якутске водозабор, и сами понимаете, ну, Плавает. Да, плавает непонятно в чем, непонятно что, да, и понятно, почему так происходит. Ну и другая сторона проблемы при современном, скажем так, положении в мире, единственная женщина, охраняющая стратегический объект, это Ну, да. Ну, там две собаки злые. Но, две собаки плюс, да, ручные медведи. ну вот, которые были. если бы Михаил Ефимович продал Нерингри тогда, да, вот в 90-е годы, мы бы там получили, видимо, такой колоссальный социальный взрыв, гораздо хуже, чем... Вот помните, в 90-е годы там были отключения света там по всей стране, когда как раз передавали все это имущество в руки олигархов, да, вот. Если бы в те годы Нерингринский разрез продали бы в частные руки, там бы вообще был бы ужас, я думаю. Там до гражданского это хорошо, что это произошло вот в более-менее стабильное время. То есть мы, Якутия, да, очень как бы технично распорядились этим объектом, и он сейчас стоит и продолжает работать. Там еще на 20 лет в самом Нерингре есть запасов угля, в Эльгинском месторождении, там вообще крупнейшее в мире месторождение угля. То есть все очень хорошо, на самом деле. С углем в нашей республике я считаю, что ничего там такого ужасного, страшного не происходит. Вообще оба района, они такие с огромным экономическим потенциалом, и это ощущают прежде всего вот эти сами предприятия, да?
они в настоящее время там увеличивают количество ставок своих и так далее, но для этого нет людей, людей не хватает, Да. специалистов не хватает. Поэтому они сейчас, вот в том числе недавно совершенно, говорят, было подписано соглашение с Колмаром, они сейчас набирают исключительно там наших граждан, да, ну имеется в виду граждан из Якутска, из Якутии. Учебные заведения мы посетили, мы были в Алданском политехе, мы были в техническом институте СВФУ, филиал в городе Нерюнгри. Там потрясающие условия для того, чтобы получить образование, там все есть для этого. Начиная от преподавательского состава, заканчивая материально-техническим снабжением, ну, то есть там, если ты хочешь бульдозеристом пойти работать, ну, в перспективе, вот тебе бульдозер, на тебе покажет, как он работает. Если ты там хочешь на белазистом стать, вот он, белаз стоит 200-тонный, мы тебя сейчас научим. Если ты хочешь там сварщиком пойти, вот лучший в мире чемпион России по WorldSkills, он тебя научит. Ну, то есть там все создано для этого. И поэтому я думаю, что у этих двух районов в плане именно промышленного развития все впереди. Да, и это все перспективно, потому что я много раз ловил себя на мысли, вот почему я пошел, ну, в те же журналисты. Ну, может, ладно, призвание, но будь у меня дополнительно какая рабочая профессия, там, элементарная, в общем, водопроводчик, сварщик там, или что-нибудь типа такого, я часто ловлю себя на мысли, что я не пропал. Это очень перспективно. Еще, может быть, вот такая заметка есть: отношение местного русскоязычного населения к приезжему якутскому населению, вообще к якутской культуре. Я несколько раз вот прямо от местных жителей в Алдании, в Нерюнгри слышал очень теплые такие слова, то, что когда приезжают артисты из Якутска, вот именно национальный ансамбль «Каталык», наши там хамусисты, наши вот именно, которые этническую нашу культуру представляют, они прямо все так тепло отзываются, для них это такое событие и такая радость, то, что наши артисты к ним туда приезжают. Прямо неподдельный такой, но интерес и любовь к якутской национальной культуре. Вот они там очень патриотичны, сами себя называют якутами, они очень такой народ. Вот я был удивлен очень по позитивную сторону. Вот, и я не вижу там никаких каких-то национальных проблем, ну, не вижу предпосылок для того, чтобы они возникли в будущем. У них, может быть, есть какие-то, ну, чувствуются иногда вот эти вот, вместе с «Газпромом» приезжают там рабочие, вот у них, я вижу, еще как-то взаимоотношения не очень наладились. Там, потому что в вахтовых поселках они живут закрытых, там за колючей проволокой, их не выпускают, этих, они друг друга еще как-то а вот по отношению к местному коренному населению, вот русскоязычное население Алдана, Нерюнгри просто, я считаю, прекрасно относится. Ну, в основной своей массе, конечно. Музейное дело очень глубоко исследовали. Да, ну вот переходя вообще к культуре, к сфере культуры, я хочу выразить, пользуясь случаем, благодарность, вот, например, таким ансамблям, как «Каталык», которые туда едут, в Южную Якутию, выступают, там что-то делают для того, чтобы продвигать якутскую национальную культуру в Южной Якутии. В Алданском музее работники говорят: мы мечтаем, чтобы у нас здесь было якутское серебро, национальный костюм. Мы мечтаем, но у нас, к сожалению, нет денег на то, чтобы это нет просто... помещений. И помещений нет, денег. Мы хотим этноцентр открыть, мы хотим ИСЭХ проводить, мы хотим, но вообще якутскую национальную культуру в городе Алдане представить очень широко, но у нас такой возможности нет, потому что это только муниципалитет там. То есть я думаю, что Министерство культуры, если бы как бы на это обратило внимание, было бы очень хорошо. Я понимаю, что там дом Арчи, там надо в каждом улусе построить и так далее. Это тоже хорошо. В Нерюнгри он, кстати, есть. Да, но вот мне кажется, вот именно вот в русскоязычных районах нужно усилить этот работу. Ну, представители Министерства культуры, кстати, указывали факт нецелевого использования, скажем, вот, этноцентра, да, то есть там какие-то дискотеки проводятся и так далее. Анна Попова, я имею в виду. Вы же брали это дело на заметку? Как в Нерюнгри, что ли? Да. Ну, там проводятся дискотеки, но якутские дискотеки. Почему якутяне не имеют права прийти на дискотеку на якутскую, что ли? Ну все же Верку Сердючку слушать. Ну давайте потанцуем под Далану. Чего нет-то?
Радио Нерюнгринское не крутит якутских песен, например. Там Да. приходишь в ресторан, они не включают якутские песни. Где-то же надо нашим ребятам собираться. Они, правда, у них большое землячество. Не, там подожди, якутское. якутяночку включали, ты что? Ну, якутяночку не только там. Вот один товарищ спонсор подошел, Якутяночку да. даже в Баку включают. Это я тоже видел. И нет, это полезное замечание, пусть они там проводят. Почему нет? Ну, в общем, и национальный вопрос, скажем так, ребята изучали, ну, поскольку, на самом деле, люди-то серьезные. Вот Алексей Васильев, он по образованию как раз культуролог, то есть, когда я представлял в рамках своих передач о том, что он культуролог, я ни на секунду не оговаривался, не лгал. Он культуролог, он музейный работник, дипломированный. И я думаю, что посещение музеев Южной Якутии пошло ему на пользу, потому что такой экспедиции, как у Кашукова, допустим, да, мало где. Да, об Александре Кашукове, депутате от Нерюнгри, вообще можно. Он нас просто поразил своим музеем. И той степенью вообще патриотизма к своему родному городу и своей родной республике. Вот он собрал частную коллекцию, и страшно подумать, там, сколько это было денег стоило. И всем желающим этот музей показывает. Дает потрогать экспонаты. Вот. Там, в частности, у него хранится 2 скифских котла, обнаруженные в Южной Якутии. К сожалению, там через какие-то руки они были переданы, и точное место их обнаружения неизвестно. Но известно, что в Нерюнгринском районе они были найдены. Ну, кто не знает, что такое скифский, это такие предметы 4000 лет ему. Они не продаются, и неизвестно, сколько они могут стоить. Они бесценны. Это бесценные предметы, и они хранятся. Вот. Такой скифский котел гораздо худшей сохранности есть в музее Ярославского, где также хранятся формы для отливки бронзовых изделий, формы. То есть на территории Якутии жили люди, которые изготавливали бронзовые изделия скифского типа. И до сих пор считается, что народ Саха сюда откуда-то пришел, а скифов здесь никогда не было. Вот официальная наука так считает. Хотя вот в наших музеях все это хранится. Это на самом деле отдельная, очень большая тема для исторической дискуссии, которая идет. Я тут об этом могу очень долго говорить. Да, лучше не трогать этот пласт. А почему лучше не? А мне кажется, надо трогать, что Южная Якутия это прародина народа Саха, на самом деле. Южная Якутия. Мы оттуда вообще вышли. Если смотреть по археологии, вот, и нельзя говорить, что якутов никогда не было в Южной Якутии. Вот эта точка зрения, мне она очень не нравится. Вышли из Южно-Якутского моря. Да, что-то типа такого. Не было там никакого моря, там было много хариусов, рыбы Алексей, и голубики. Все-таки и тот аспект, что некоторые зарождения вот таких городов, как Алдан, допустим, да, или более поздний период Нерюнгри, это же были в свое время мегапроекты какие-то, вековые стройки и так далее, и так далее. То есть в 20-30-е годы там шло такое гигантское освоение золотоносных провинций, да? Да и вообще с чего революция произошла? Почему Ленин стал Лениным в честь Ленского расстрела? И революция почему произошла в том числе, потому что в ужасных условиях работали люди вот в том же Алдане и в Бадайбо, южнее немножко, да, где добывали золото киркой, и там мы все эти предметы видели. В ужаснейших условиях это все добыча происходила. Когда произошла революция, они сказали: рабочие, мы дадим вам новые условия. И тогда появилась вот эта вот паровая драга, которая люди уже не вручную киркой это добывали. Да, механизация появилась. И условия труда в лучшую сторону изменилось. И Максим Кирович Амосов, это фактически был человек, по приказу которого был создан город Алдан. Вот, о чем бережно вся информация в Алданском музее хранится. Любой желающий можете зайти посмотреть, как это все происходит. Ну и вообще Южная Якутия — это удивительное на самом деле место. Мало где в Якутске можно увидеть, как моют шампунем здание. Да? Ну, весной происходит это дело, конечно. А вот первое, что ребята увидели, допустим, заехав в город Алдан, то есть заправиться, да, поскольку их баков все-таки не хватило, у них топливный фильтр засорился, бензин весь... Не топливный, воздушный. Воздушный фильтр, да. И первое, что они увидели, как сотрудники того же паритета, да, шампунем моют АЗС. Ну, они это подглядели, знаешь, у кого? У первого мэра Нерюнгри.
Он говорят, Я не что- знаю, но говорят, это, что первый все-таки мэр-деятель был такие весь вещи, город они шампунем. неординарны для Якутска очень, да, и сидя в Якутске мало где это увидишь, да, или там абсолютная диверсификация. Вот вроде бы человек продает хлеб, а на самом деле он строит дорогу. Компания, допустим, да, вот вы же были на участке, который прокладывает тот же паритет. Все, скажем так, подпольные драйк-рейсинги происходят на этом участке. Это я точно говорю. Не, про паритет меня вообще поразил, потому что там один индивидуальный предприниматель из Алдана сначала работал просто заправщиком, и сейчас у него эта компания, группа компаний разрослась до совершенно впечатляющих масштабов. Они за последние 2 года увеличили количество своих цистерн, которые вот принимают, по железной дороге приходит бензин, они их перегружают в цистерны, потом заправляют бензовозы и отправляют к нам в Якутск вот на заправки и обеспечивают топливом. Да. И он за последние 2 года они этих гигантских цистерн, их построили в 2 раза больше, чем их было. Просто там, Несмотря на кризис. несмотря на кризис, что-то компания растет. Они строят дорогу, собственный асфальтовый завод новенький стоит. То есть у частной компании оборотные средства, есть деньги, есть возможность для того, чтобы... 600 всё человек трудится на предприятии. Да, Да, и вот вся же- эта прибыль вкладывается опять туда же, опять тут, то есть в экономику. Никуда из региона Да, не из уходит. региона не уходит. Еще раз говорю. Вот представляете, Жатайское хранилище. Я думаю, что если Нефтехранилище. таких предпринимателей в Якутии было бы больше, то Якутия была бы богатейшей республикой. Это А нам один- мешает только вот отсутствие. Ну, нам легче работать на бюджете, чем быть предпринимателем. Вот легче просто получать зарплату. Там перспективы гигантские. И в Ленске, и в Неринге. Алдане. В Алдане и в Неринге огромные перспективы. Все-таки железка под боком, ну, железная дорога. Они не инспектировали вот эти вот волны на железной дороге, поскольку трасса проходила параллельно, да, но железная дорога, она накладывает вообще весь отпечаток на весь регион, да, то есть все там связано. Там можно увидеть церковь, допустим, железнодорожной цистерни, да, церковь, натурально с маковкой и прочим. Там можно увидеть там паровоз, который стоит вот на таком куске рельса. Ну, это же музей. Ну да, можно же увидеть, можно. Вообще фотографироваться в таких местах, я считаю, это очень хороший тон. И спортивные объекты, то есть вот этот Алданский центр подготовки лыжников, да, который, Он вообще уникальный. он один из лучших считается в мире, да? Он в мире, более того, в следующие 2 зимние Олимпиады пройдут на одном часовом поясе с нами в Пекине, в Корее, да? Поэтому в ближайшие 4 года, 8 лет получается, наша национальная олимпийская сборная по зимним видам спорта будет проходить подготовку именно в Алдане, и это дорого стоит на самом деле. Ну и объект очень дорогой, и очень дорогое обслуживание. Да. Все-таки Нет, ну, Якутия само по себе дозрела до того, чтобы позволить себе такой объект, но я чувствую, что там есть какое-то недофинансирование, потому что там, например, дорогу нормально к подъезду к этому не построили. Вот, он 4 года назад открылся, Мгм. и вот этот кризис, который сейчас случился, конечно, он ставит, не тоже под угрозу, но там Зато объект там очень есть дорогой. единственный фонтан в городе Алдан. Да, прямо там на этом центре подготовки лыжников. Серьезно? Внутри в здании. Внутри в здании. И он такой довольно симпатичный. Ну, такое место, что 7 олимпийских чемпионов одновременно живут в Якутии. Мы даже здесь, в Якутске, оказывается, об этом особенно и не знаем, что мы не ездим, не берем у них там интервью, ни что-то там. Они прямо вот в одном небольшом здании 7 олимпийских чемпионов живут и тренируются. И это каждый, по-моему, в октябре или в сентябре. Да, в сезон. Да, вот потому что у нас же снег раньше выпадает, и они тренируются у нас, пока нигде снега нет. Пока снег не выпадет у них. Да, то есть вот этот центр лыжной подготовки в Алдане, он часть вообще глобальной общероссийской системы подготовки спортсменов. И он у нас вот есть. Вообще там в Южной Якутии вообще масштабы всего впечатляют. Всего. И там вот этот, мы видели поле полностью трубами заставленное. Да? А одна труба, вот в КАМАЗ помещается только 2 таких трубы. У нее диаметр вот человеческого роста. А там просто до горизонта они. Вот эта газпромовская труба. Трубное поле. Да, трубное поле, они просто до горизонта там. Сколько там масштаб человеческого труда и вообще деятельности человека, а сколько там миллиардов
вообще, ну, страшно. Да, так что призываем всех переселяться в Южную Якутию. Ну, Шутливо, конечно, но еще раз говорю, в все-таки каждой шутке есть доля правды. перспектив там больше на самом деле. И Все для комфортной жизни там есть. цены на квартиры дешевле, В разы. в разы, в 2-3 раза дешевле, допустим, Ну, в по городе. некоторым оценкам 3 раза дешевле Да. стоит жилье. А, Ну, метр жилья. Хорошую двухкомнатную квартиру Еще один можно аспект. купить за 1,5 миллиона рублей. Ну да, 1,6. Ну, Нерюнгри, в центре. Да? в центре. Да? Алексей проживал в Нерюнгри год, он там выпускающим редактором был, да? Ну, Ну просто да, редактор. Ага. или просто редактор. И отдельный аспект это, конечно, здравоохранение. Да? То есть мы же говорим там, вот, не хватает, там, бла-бла, улусные больницы, районные больницы недооснащены, недоукомплектованы, дефицит кадров, там, киргизы работают. Ну, поделитесь. Ну, киргизы работают, почему? Они же имеют право работать. Пускай работают, и если обладают соответствующей квалификацией. И являются гражданами России. Да. Чтобы лечить Не, граждан. Нюргун Степанов, главный врач Нюрнбергской больницы, это вообще уникальный человек, потому что он еще и такой же блогер, как мы. Он много писал на Екатеру в дневниках, и сейчас в Фейсбуке постоянно. То есть он совершенно открытый. И он возглавляет эту больницу. И мы в Фейсбуке наблюдали, как он работал, что он там менял, что делал. И наконец-то мы поехали и своими глазами увидели вот эту. Я тоже думал, ну больница это здание и больница. Да. Оказывается, там целый город в городе. То есть там как бы в предместье. Ну, как у нас Нерюнгри. областная больница в Якутске, вот точно так же. Да. Гигантское количество Да. корпусов стоит на территории, 7 или 8. Но там все в лесу, все везде деревья. Ну, Нерюнгри вообще такой город, что к ним даже на территории медведи заходят. И эта больница пришла в какое-то ужасное состояние, потому что, оказывается, она никак не ремонтировалась, не финансировалась и пока находилась на муниципальном балансе. И вот 3 года назад больницу перевели в подчинение республики, и там началась совсем другая жизнь. Начался ремонт, и там вот ремонт этой больницы, реконструкция продолжается по сей день. Они где-то на процентов 60 там всего завершили этой работы. Ну, работы впереди там очень много, но изменения очень большие. То есть то, что было до, в каком состоянии больница находилась 3 года назад, и сейчас как стало, и как вот оптимизм самого коллектива, который там работает, да. Ну, Нерюнгри действительно немножко такой, ну, есть люди, которые вот, скажем так, в таком депрессивном состоянии находятся. Работники больницы все очень оптимисты. Молодой коллектив, им видно, что прямо у них горят глаза. Я думаю, что это большой признак вообще такая микромодель России, которая вот до какого-то времени, значит, все время шла. Упадок. Ну вот советское наследие там старилось, там приходило в негодность, а нового ничего не приходило. И вот 3 года назад, когда более-менее появились там у стороны деньги, начало все улучшаться, и сейчас вот наступил кризис, да, и все эти санкции. Я думаю, что это взаимосвязанная вещь. То есть санкции наступили именно потому, что наша страна начала как-то выходить из этого тупика, и вот нам очень сильно этого не дают сделать. Я прям это чувствую. Про Нерюнгринскую больницу вообще хочется говорить и говорить отдельно. Я там снимал видео, очень подробно все фотографировал. Наверное, я просто отдельную микроэлектронную книгу сделаю. Да, лонгриды от ребят, конечно же, пойдут, потому что все-таки они должны переварить всю ту информацию. Ну, наличие в центральной районной больнице 2 томографов. И они третий хотят. И они еще третий докупят. Мы посмотрели 2 из 4 операционных, да, ну, это было, наверное, нарушением, может быть, там, норм каких-то. Но они были в халатах. Но мы краем глаза посмотрели Да. операционные и так далее, да, они, очень крутые, оснащенные по последнему слову техники, там, можно проводить сложные операции, ну, то есть, технически сейчас больницы готовы к проведению практически любых медицинских исследований и операций, и, в общем, лечения, да, скажем так. Наход. В каком состоянии находится, вот, скажем, этот уникальный источник? Правда ли, что там людей возят в кунгах, на которых нарисованы короны? Нет, неправда. В кунгах... Не, ну может быть и возят, действительно. Там в зависимости от количества гостей.
Дело в том, что на Наход, чтобы попасть, нужно переехать через реку одну. Последний раз, видимо, когда там было большое половодье, она смыла мост автомобильный. И теперь там нет автомобильного сообщения, есть только канатная подвесная дорога для перехода пешеходного, скажем так, да? Вот. И это очень сильно, наверное, мешает самому Находу в его развитии. Поэтому, если бы там был хороший, нормальный мост, я думаю, что там было бы побольше туристов. Но вот в остальном и целом там, в общем, и неплохо. Там очень много домиков, каждый они имеют название, там, компанейский, для друзей, там что-то еще. Ну, вот такие вот. Побывав на Находе, я понял, что Министерство туризма все-таки очень нужно. До этого момента я считал, что туризм в Якутии это как оленеводство в Таиланде, не очень такая перспективная отрасль, но побывав в Находе, я понял, потому что вот этот предприниматель, хозяин этого Находа, видно, что огромную работу там проделал и огромные вложения, эти все домики создал, инфраструктуру, но ему не хватает потока туристов. И они там в Нерюнгри все почему-то ждут туристов из-за рубежа. Ну, я лично думаю, что это вообще бесперспективное направление. А вот туристы из Якутска с удовольствием туда поехали бы, если бы хотя бы был там на дороге указатель, что где поворот. Там нет, например, едешь по дороге и просто в лес заезжаешь, и потом узнаешь, что там Наход. Там нет, никто даже не поставил этого указателя. Там нет моста через эту речушку. Там не речушка, там просто по канатному мосту там переходишь. Да? И вообще, занимается ли наше Министерство туризма направлением туда людей, чтобы человек мог безопасно от Якутска до Нерюнгри доехать, чтобы он мог где-то по пути переночевать, посмотреть еще какие-то объекты туристические, чтобы проследить его путь и просчитать и посчитать, сколько человек. На Наход ездит огромное количество из Якутска на сегодняшний день. Там под Новый год, особенно весной, там просто за месяц нужно бронировать места, чтобы туда попасть. Просто этих домиков на всех не хватает. Но на этом месте можно было бы создать вообще большой курорт и большой отель с множеством бассейнов там и так далее. То есть если бы... Привлечь сюда инвестиции. Да, если бы одному предпринимателю это не под силу, какой бы он там богатый не был бы, вот для этого нужно государство, для того, чтобы он одновременно бы поддержал всех туристических предпринимателей, находящихся на одной линии. Вот, от владельцев там чайных там и так далее до вот хозяина Находа. Тогда любой житель Якутска мог бы с комфортом проехать до туда, вернуться и получить впечатление за нормальную оплату. Наход имеет огромный туристический потенциал. Кстати, почему нельзя возить туристов на угольный разрез? Тоже это зрелище незабываемое. Да. В Мирном же можно смотреть разрез там. Кстати, да. размеры сопоставимы же, да, разреза и... Да, то есть в Нерюнгри и вообще в Южной Якутии с точки зрения туризма, там рыбалка в горных речках, из Якутска до горной речки люди добираются там огромными сложными какими-то путями, там горные речки везде. Везде есть этот хариус, там так, жалко, правда, мне не дали его поймать. Но... Что ты на меня смотришь? Ну, зато я не причинил ущерба экологии. Вот, не дали мне. Ну, для туризма там потенциал огромный. Именно с Якутска туда, чтобы люди ездили. Дорожные указатели. Еще одна... Гораздо дешевле, чем дорога стала прекрасная. Можно доехать там, на Морковнике можно доехать до Нерюнгри спокойно. Правда, конечно, там встречные грузовики едут, там иногда с них камни летят. Ну, это, знаете, и в Намцу, и в Утыкюль там поедешь, то же самое будет. Поэтому дорога прекрасная. Нет, указатели дорожные. Разметка, указатели. В чайных все нормально, чайные есть. Можно почти что не заправляясь. То есть вот эти заправки паритета по всему этому, по всей трассе стоят. Связь есть по всей трассе. Асфальт где-то на 50-60% на сегодня сделан. Но нам показалось, когда мы обратно поехали, уже асфальта было больше как будто. Потому что там постоянно строят, закатывают. Сколько мы уже тут? Много говорим Да. почти час. Нет, дорожные указатели, еще одно пожелание было наших френдов. Дублируются ли они на якутском языках и топонимика? Нет. Вот нет. Это упущение какое-то. Вот мы затронули национальный вопрос, но все-таки. А вывески на учреждениях, они дублируются. Да. То есть вообще дорожные указатели на дублирующие. Вот есть просто люди, которые из принципа, вот я не хочу читать, допустим, на неродном языке, да?
дифтонги, допустим, произносятся у нас не так, искажение идет там и так далее. Просто есть принцип. Вот для них, наверное, вот такие вещи и делаются. Вот Сахадарзнак есть предприятие, которое занимается здесь и в других районах данным вопросом, да? Я Николаю скажу, чтобы он все-таки побольше выходил на муниципалитеты. Это все-таки дело муниципалитетов. Вокруг, допустим, того же Тамота, да, расставить. А вокзал сам Тамоти, ну, кто скажет, что там нету национального стиля? Да это же Урасы, да еще такие очень красиво построенные. Вообще железнодорожный вокзал. Зданий нет. Да, в Тамоте. Это шедевр, можно сказать, такой железнодорожной архитектуры. На самом деле. Не, вообще национальная проблема для Южной Якутии уже не актуальна. Может быть, она была там... У них там очень много торговых центров, которые названы там. Да, то есть Эрчим, предприниматели сами Алдыс, называют. там, Чорон, и им так нравится это все. Народ сам, никто его не... Народ сам очень как бы патриотичен. Потому что там люди уже живут в третьем поколении, которые переселенцы. Это совсем другие. Это не первое поколение переселенцев. Это люди, для которых Якутия это родина. Да, Якутия, они были в Якутске, у них много друзей здесь, и поэтому вот проблемы такой нет уже. Все, это она уже, о ней можно забыть. Ну, есть вопросы? Вот вы хотели, давайте. Ложный стереотип? О том, что бензин бодяжат. Нет, бодяжат. ложный стереотип. О том, что бензин бодяжат. Его привозят с цистерной. Бензовоз сразу же заливает, потом бензовоз тут же выгружается на заправке у нас в Якутске. И нет никакого этого. Какие, Гриша, ты стереотипы слышал? Нет, он сколько сказал? 10 тысяч литров. Бензиновая река, 10 тысяч литров в сутки. По-моему, вот, ну, какие-то такие объемы. Там просто невозможно поддержка. Ложные стереотипы о том, что все там пришло в упадок и жить можно только в Якутске. Это самый большой стереотип, который ребятам приходилось развенчивать в протяжении всего маршрута. То есть Якутск, да, это административная, там, культурная столица, возможно. Ну вот Советский Союз развалился, промышленность рухнула, все там с голоду умирают. Мы не увидели ни одного бича. Ни в Нерингре, ни в Алдане. Мы там сами как бичи выглядели. Да, по сравнению с местными жителями, да. Вот никто вот так, конечно, вот в такой одежде там никто не ходит. Над нами там люди ржали буквально. Мы в ресторан зашли, говорят, сейчас это самое, и удочку вам принесем, и рыбу организуем. Ну, то есть, за каких-то рыбаков нас да, привели. иронично очень относились. Но мы не видели ни одного вот такого. Люди очень романтичные. Там баннеры на все дома, которые говорят, там, Наташа, я тебя люблю. Да. Или там, ну, конечно, это нарушение общественного порядка, да, то, что парапет исписан там стихотворным посланием, да. Ну, блин, я бы порадовался лично, если бы у нас, допустим, Габионы вот эту набережную, да, исписали бы такими стихами. Это все-таки показатель того, что люди не так, что там сосед зарабатывает больше меня, да, и так далее. Главное, чтобы стихи были культурные. Да, стихи, чтобы были культурные, они там... Не Маяковский, там, не ранний Пушкин. Ну, не того хуже. Откинулся я, допустим, там и так далее. Дарья. Ну, там даже вандалы культурные. Как сказать? Там гопники даже культурные и очень образованные. Не, и вот еще один стереотип. Вообще я узнал, что Нерингри, например, да, туда, оказывается, собирали элиту вообще со всего Советского Союза, промышленную элиту страны. И вот кому попало, нельзя было приехать в Нерингри жить, не дают прописку, не дают работу. Вот так формировал. Там лучшие представители Советского Союза работали. В 1975 году. В 1975 году. И их потомки сейчас до сих пор там живут. И оттуда эта культура идет. Мы-то здесь, есть же стереотип, там, длиннорублевщики, там, приехали, там, лишь бы заработать за длинным рублем. Есть такой стереотип. Вот в Нерингре, когда с этими людьми общаешься, совсем по-другому начинаешь воспринимать. И это же люди-то созидатели. Это люди, которые построили все это. Начали вот прям с нуля, со старого города, построили новый, цветущий, хороший город, а потом, видимо, им жалко стало уезжать-то. Демиурги. Да, зачем? Если мы это создали для себя, для своей же жизни. Кстати, старый город сильно отличается от... Ну, кардинально.
Да. Старого города почти нету. Почти сейчас не осталось. да? Его снесли по программе переселения. Но в Нерюнгри до сих пор, несмотря на то, что там гигантское количество свободных площадей. Кстати, они очень всё равно хороший, строят- очень хороший у них опыт. Они вот эти двухэтажки деревянные, да, по-моему, 2 или 3, они их переоборудовали под элитное жилье. Да. Двухуровневые квартиры. Они таунхаусы построили. Да, там живут самые богатые нерюнгринцы, живут в этих двухэтажках, вот как которые в Якутске и горят, и топятся, и что только не происходит. Там их не выкидывают, не уничтожают. Они Да. первый этаж сделали гаражом, второй этаж, Да, значит, там, до сюда. там, где раньше жило сколько-то там, сколько сейчас в двухэтажке там живет, 16 квартир или сколько, да? Да, 16 квартир. Вот, обычно. там Две 2 квартиры. Вот. Да, но зато Это прикольно. все простроено. И это причем ну, вот эти дома находятся на улице Чурапчинская. А Чурапчинская улица в Нерингре... Не-не, в Нерингре в Чурапчинская улица. в Нерюнгри, Нерюнгри это подожди. 17-й квартал. Это 17-й квартал, как вот у нас вот здесь. Называется Чурапча. Она в народе Шанхай называется, вот этот район. Или И- Чурапча. Или Чурапча. Ну, Это синоним 17-го квартала у них. не самый благополучный район, Да, да, скажем так, но при этом вот они живут, они... Вам выходили на связь какие-нибудь общественные организации, или, может, там отдельные активные люди, которые просили осветить какую-то проблему? ЛДПР. Мы почти целый день провели в автомобиле ЛДПР. Они нас Но возили, они показывали. не жаловались ни на что, Да. они скорее хвастались, и причем хвастались, не приписывая заслуги в свой адрес, допустим. Они говорили, что вот, посмотрите, как мы живем. Мы Нет, живем-то неплохо. но даже ЛДПР нас не просили там пиарить ЛДПР Да. или что-то там хорошее. И вообще таких обращений ни от кого не было. С Не, 3 почему? депутатами встретились, никто не сказал, что скажите, какой я хороший депутат, или там начал бы отчитываться о своей работе. Не было такого. Вот один депутат нам показывал музей. Ну, Сергея Павлова я лично знаю очень много лет, и поэтому я не мог с ним не встретить. Нет, он рассказывал вот видеотрансляцию, мы буквально с ним пообщались там, меньше всего с ним пообщались. Мы где-то около полчаса у него поговорили, и то на Facebook он нам рассказал, и все. Станиловский нам показывал разрез тоже. Он показывал вот эту работу на разрезе, ничего о политике совершенно никто ничего не говорит. А сколько километров всего проехали? Сейчас скажу. 1400 получается. Нет, больше. Считай по бензину, по бензину считай. 1750. 1700, ну да. И населенные пункты сколько? Да много. Все, что по пути было. 2 города и все, что по пути было. Ну, Там Мот, Чульман. Ну, может, Гуранак, посчитаем, да. Томот, Чурман, Якакит, Ленинский. А? Хатыстыр нет, нам сказали, дорога не очень. Очень хотели, и мы там оказались ночью. Так как-то мы вот, ну, нам бы пришлось еще на одни сутки тогда остаться. Да. Мы и так пробыли дольше планируемого ну, мы бы планировали где-то дней 5, а больше 7. Ровно 7 были. Да, 7 суток мы там были в этой поездке. А следующий автопробег когда планируете? Ну вот до конца августа хотим. В конце августа? Нет, до конца До августа. конца августа мы хотим съездить. Вообще у нас 2 направления, восточное и западное, оно остаются открытыми. И мы не говорим, что там, ага, ждите нас, да? Увидите там обклеенный автомобиль, потому что, может, машинка будет другая. Может, машину найдем? Да, может, Потому что машину. Вторую бросить там. да. Вторую бросить там, да. Не, лучше уж одну надежную машину. допустим. 2 накладно, это же бензин, дорого. Да, это бензин дорого, все это накладные расходы. И даже краудфандинг при всей прелести его вообще факта существования, он не всегда может помочь. Не, ну я, честно говоря, я вот пока меня не было, здесь в Якутске накопилось за неделю столько всевозможных проблем, что я, честно говоря, думаю о том, Смогу ли я? да? смогу ли я продолжать эту работу. Потому что на неделю бросить здесь все дела, здесь за это время накапливается такое количество невыполненных, там, неотвеченных звонков, электронных писем, там, всего-всего-всего, что это, оказывается, это сложно. Не, на Плюс- самом деле никто не спекается, да, Ну, проект будет продолжен, я надеюсь, завершен. Но если народ нас поддержит, то я думаю, что мы продолжим. Ага. Если нет, но если народу это не нужно, а зачем тогда нам это делать? Ну, по идее, да. То есть вся философия-то основывается на том, чтобы выступить вашими представителями, посмотреть для вас нашими глазами, может быть. И я хочу сказать тем, кто говорит, что
любой дурак может вот так взять и поехать. Ну вот вы напишите номер своей карты в интернете и скажите, что вы хотите поехать. И ждите, когда вам начнут люди туда приносить деньги. Вот я написал, и мне люди принесли деньги, ну на то, чтобы я там как бы в дороге не это самое. Не умерли. Да, пусть вот вы все пишете в интернете. Любой из вас может это сделать. Сделайте. Никто не запрещает. Вот меня народ поддержал, вот реально. Я обязательно поименно назову каждого, кто мне помогал. От канистры Да, там, детализацию до карты. бензина. Детализацию карты он опубликует, и все. Да, И там будет ясно. А кто-то еще наличкой же приносил, вот как Ариан, допустим. Да? да. Кто-то там косвенно всякого. Нет, на Нет, самом деле, еще раз говорю. люди же вот просто помогали, которые там и в Алдане, и в Нерюнгри, просто приходили, и чем вам помочь, чем, что нам дать, что показать, что рассказать. И Южная Якутия — это перекресток какой-то, где встречается пол Якутии. Да? То есть ребята там огромное количество своих знакомых встретили, которые ехали куда-то, кто в Приморье, кто там на Байкал, кто там и так далее. И получались такие спонтанные встречи. То есть можно сказать, что да, какая-то тревел-столица Якутии находится как раз в Нерюнгри. Ну, это просто Тревел ворота. Да, ворота, да. Это Ворота на материк. крупнейший транспортный узел, который со своими особенностями, со своей там, спецификой и так далее, и так далее. И не встретить там кого-то из знакомых, это просто нужно быть слепым, глухим и сидеть там, закрыться где-нибудь. Жили они в 7-звездочном отеле «Тимптон», где находится крупнейший Илинка-Вегер. Он размерами 3 метра на 2 метра примерно. Время у Ну, все. Давай. Лебединая работает. Вот ты там был же? Там есть подъемник, их там два. Жить можно в самом Лебедином в поселке, снимать там комнату или квартиру или домик. А с Лебединого поселка до Лебединой горы там 1,5 километра максимум. У меня знакомые перед цехом туда ездили. Ну, работает не круглогодично. Сюда приехали вот 20 число. Да. Не все лето, вот в этот момент и Ну, в целом, такие вот итоги, и кто что напишет, конечно, мы будем всем рады. Вообще. Промежуточный. Да, промежуточный. Первый этап, пилотного этапа. Всем спасибо, кто... Всем спасибо. Да.